Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И сразу же к новостям. Губернатор Севастополя пересел на маршрутку. Это единственная маршрутка в Крыму, которую сопровождали 2 бронированных джипа и машина с мигалками. После того, как губернатор вышел из маршрутки, все обычные пассажиры разошлись на службу. А теперь новость, которая держит в напряжении все крымское псевдоправительство целую неделю. В Крым прибыла миссия Совета Европы по оценке соблюдения прав человека. Крымские псевдовласти так хотели показать, что в Крыму все живут хорошо. И специально перед приездом комиссии всем крымчанам натянули улыбки степлером. Чтобы приглушить гул генераторов, закупили партию беруш для членов комиссии, а на высокие должности были приглашены специальные актеры Московского театра имени Путина. Как говорится, если Пьер Ришар не едет к нам, мы сами покажем такой спектакль. Также власти Крыма на всякий случай выучили фразу «У нас все хорошо» на 135 языках мира. Кстати, касательно языков. За время пребывания комиссии у крымчан есть уникальная возможность поговорить на украинском языке. Но только на время, пока комиссия в Крыму. Ведь Россия уникальная страна. Только в Российской Федерации за разговор на государственном языке могут привлечь к уголовной ответственности и посадить за экстремизм. Совсем недавно социальные сети потрясла фотография мальчика, сделавшего из полиэтиленового пакета футболку Лионеля Месси. Узнав об этом, аргентинский футболист сделал мальчику подарок и отправил ему свою оригинальную футболку. Наши крымские псевдоправители тоже не остались в стороне и в надежде на подарки надели свои пакеты. А вот Заур Смирнов пока не решил, что он хочет натянуть, но пакет все равно надел. У Руслана Бальбека тоже есть пакет, но только его не видно. Он привык одевать его под рубашку. В Крыму сотрудники спецподразделений продолжают обыскивать дома крымских татар. Причину обыска людям не говорили, но мы это знаем, и мы не осуждаем. Ведь органы правопорядка тоже люди. Они тоже хотят есть. Обыски проводились в домах, где вкусней пахнет. Изымались запрещенные манты, экстремистские чебуреки и несанкционированный айран. Ко дню памяти героев Крут в Симферополе возложили цветы к памятнику Шевченко. Сотрудники полиции сразу же отреагировали. Можно сказать, отреагировали моментально. Цветы и памятник сразу посадили в камеру до выяснения обстоятельств. Поверьте, в Крыму есть такие специалисты. Также недавно главный няшмяш Крыма, Наталья Поклонская, закрыла новостной сайт в Крыму. Видимо, на этом сайте была всплывающая реклама услуг, которыми Наталья давно уже не занимается. Так называемый вице-премьер Руслан Бальбек не перестает нас удивлять. Он занялся написанием стихов, которые размещает у себя на страничках в соцсетях. Но, Русланчик, в Крыму не только вы пишете стихи, есть и трезвые поэты. И один из стихов попал к нам в редакцию. Однажды в студеную зимнюю пору я вышел с Совмина. Был полный ЧС. Гляжу, поднимается медленно доллар, а с ним наступает Россия. И, шествуя важно, типа вице-премьер, он думал, что все решает один мужичок в больших сапогах и с прической горшочек на кресле высоком, а сам с ноготок. «Витаю, Русланчик, ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда деньжата? Народ обдираем. Аксенов ворует, а я вывожу». В Крыму оглашался результат соцопроса. А из крымских татар много кто за. Кто за? Очень много. До 3 человека. Ремзик Ильясов и я 2 раза. Крымское чудо-правительство придумало, как поднять Крым с колен и пополнить бюджет региона. Теперь крымчане будут платить даже за закрытый кран. Но это далеко не полный список того, что еще нужно заплатить. Заплатить придется за выключенный свет, за холодные батареи, за глаза твои карие, за милых дам, за них, за нас и за десант, и за спецназ. В
Крыму стали ловить вдвое больше рыбы. Заметим, что больше всех начали ловить рыбу чиновники, причем по ночам во сне. Ну, вы понимаете. Пока неизвестно, то ли от холода, то ли от того, что на границе с Украиной начали формировать батальон. Так называемый вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский назвал выродками членов Меджлиса. Представители Меджлиса попросили повторить эту фразу еще раз. Но, к сожалению, те 50 грамм, которые он выпил для храбрости, уже перестали действовать. Хозяин крымских парков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков, разочаровавшись в российском Крыме, намерен перевести свой бизнес и уехать в ранее ненавистную Европу. Ну что тут скажешь? Вот, тут и сказки. Вооруженные люди в масках ворвались в здание SimCity Trans. В очередной раз своими мелкими пакостями неизвестные пытаются блокировать работу фирмы. Нам кажется, этим все не закончится. Они еще могут проехаться в автобусах SimCity Trans и не заплатить за проезд. Хотя есть и другое предположение. А может, они просто заходили погреться, а очки одели, потому что давно не видели свет. Но, как говорится, собаки без опознавательных знаков лают, а караван идет. И идет он в Крым. И в завершении новости погоды. В России рассеялся туман Крым-Наша, и вот к чему это привело. Провела референдум о том, чтобы вступить в Россию. Ребята, мы Украину не потянем. Давайте вернем этот Крым, и уже в конце концов жить не на что абсолютно. Где мне жить? В Крыму? На улице? Или в банке? Что за экстремистские действия? Нужно действовать. Путин, введи войска в банк. И это еще не все. Посмотрите, какие новости в интернете про вас выдает поисковик. Срочно введи войска в поисковик. И если в самих войсках неразбериха, срочно введи войска в войска. На сегодня это все новости. С вами была информационно-паралитическая программа «Нам крыш Ньюс». И я, Михайло Кукуюк. Российский мир трещит по швам, а значит, все буде добре. До побачення.